В целях содействия языковому, культурному разнообразию и многоязычию в Калмыкии состоялся вечер, посвященный Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается в конце февраля. Без языка не существовал бы мир. На языке мы думаем, общаемся, творим. Сегодня во всем мире говорят на 6000 языках. В Международный день родного языка все языки признаются равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы должны бережно относиться и оберегать. Калмыцкий язык – язык всемирно известного эпоса Джангар, уникальных сказок, письменности, тудубичик, легенд и преданий, произведений классиков калмыцкой литературы. Солнце, бесконечна ваша милость, великодушию нет границ. Но поймите, солнце, и меня, не гневитесь на прямое слово, не мечтите молнии, как сейчас, так что страшно мне глядеть на вас. О солнце, я люблю другого. Это наша высота высот, где душа сгорает, не сгорая. Человек, любовь свою теряя, человеком быть перестает. Что-то не предписано на небе, на земле, иной мне выпал жребий. Солнце, тут не может быть замер. Мой избранник, мой жених Церен. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, является одним из важнейших механизмов процесса, способствующего формированию национального самосознания у подрастающего поколения и повышению мотивации к изучению родного языка, истории и культуры. Самая главная и глобальная проблема для калмыцкого народа – это, конечно, проблема сохранения калмыцкого языка. Эта проблема стоит не только перед нашим народом, но и перед многими другими народами. И в День международных родных языков это как никогда актуальна эта тема. Вообще калмыцкий язык по данным ЮНЕСКО вообще находится в зоне исчезающих языков. И, конечно, это очень заботит наше поколение, потому что старшее поколение, которое замечательно владеет калмыцким языком, время не стоит на месте, они уходят от нас. И, конечно, задача нашего уже среднего поколения передать те знания, которые они передали нам, будущим нашим поколениям, чтобы они понимали значимость родного языка, чтобы чувствовали свою самоидентификацию через именно калмыцкий язык, через калмыцкую письменность, тудубичик и много других инструментов, через культуру нашу, через обычаи, традиции, калмыцкие праздники и так далее. Поэтому, конечно, то, что есть такой день, такой праздник, это очень замечательно, но язык должен входить в жизнь нашу постоянно, поэтому одна из задач, которая стоит перед нами, это, конечно, популяризация калмыцкого языка всеми любыми способами, какие есть, и через интернет, через телевидение, через газету, через другие инструменты, которые есть, чтобы придавать значимость и говорить, доносить об этой значимости молодому поколению, чтобы не просто им говорить, чтобы они это пропустили через себя и поняли, что они дальше понесут тот флаг калмыцкого языка уже будущим поколениям. Даже я тряхнула стариной, вспомнила стихи и Давида Кугультинова, и отрывок из Джангара, и все это мы будем читать. Я надеюсь, что это произведет впечатление, и во всяком случае какой-то след оставит в душах слушателей, понимающих язык или желающих что-то понять в нашем языке. Во всех общеобразовательных организациях Республики Калмыкия ежегодно проводится декада калмыцкого языка, в рамках которой проводятся конкурсы знатоков калмыцкой культуры, фестивали творчества, акции по пропаганде калмыцкого языка и культуры, ученические научные конференции, организовываются экскурсии в музеи и театры. Ежегодно на высоком уровне чествуют лучших учителей родного языка, учащихся, победителей различных олимпиад по развитию и сохранению родного языка. Министерство культуры Монголии и Центр детского творчества Монголии в прошлом году организовали такой конкурс, который назывался «Месяц
культуры, да, среди детей монголоязычных народов. И вот мы, Общество друзей Монголии и Центр по развитию калмыцкого языка совместно отправили работы лучших конкурсантов, которые участвовали в конкурсе каллиграфии, который мы ежегодно проводим в республике у нас в Калмыкии уже на протяжении 5 лет. Вот, отправили лучшие работы для участия в этом конкурсе, потому что были представлены не только калмыки, а там и были работы из Бурятии, из Монголии, из Китая, из монгольских регионов Китая и так далее. И поэтому наши работы тоже были отмечены. И вот такие благодарности пришли 13 участникам, которые работы которых были там представлены в этой категории детей. Да, и также мы хотим наградить учителей, которые тоже несмотря на свою занятость, на основные предметы и так далее, все равно ведут факультативом обучение Тодо-Бичик, и вот чтобы и дальше шло это развитие, чтобы и другие учителя тоже подключались, потому что мы выходим уже на международный уровень, да, и надо понимать, что вот наша письменность – это уникальное явление, которое нам осталось от наших предков, и которое мы тоже должны развивать, популяризировать, да, и вот в этом году оно символично, потому что исполняется 375 лет этой письменности, да, которую Зая Пандита создал в 1648 году, и поэтому этот год еще, получается, он юбилейный. Большинство времени я занимаюсь в школе именно Тодо-Бичик с 5 класса. Во-первых, это как бы наследие предков, и изучая именно Тодо-Бичик, можно узнать много из истории, культуры. Само по себе письмо это очень красивое. Думаю, это несложно, потому что, прежде всего надо знать калмыцкий язык, а потом уже Тодо-Бичик, ведь без калмыцкого и не было бы Тодо-Бичик. В республике более 800 преподавателей родного языка и родной литературы. Благодаря их методике преподавания калмыцкий язык не будет потерян. Темнота никогда не бывает всеобъемлющей. Всегда есть лучи света. И вот сегодня, как бы там ни было, меня радует, что есть у нас люди, которые ведут занятия по калмыцкому языку. Я знаю одно. Если мы сегодня дрогнем, мы потеряем все, и народ, и республику. А если мы возьмемся за изучение родного языка, основу нашей национальной культуры, то у нас все получится. Калмыцкая национальная гимназия со дня основания преподается Тодо-Бичик. И дети, собственно говоря, увлеченно осваивают нашу каллиграфию калмыцкую, старокалмыцкую письменность Тодо-Бичик. Им это нравится. В нашей гимназии дети есть кружки по Тодо-Бичик, и преподается прямо урок, предмет Тодо-Бичик 2 года, 6-7 класс. И наши дети успешно занимаются, им очень это нравится, потому что мы не только изучаем буквы, не только учимся читать, писать, но и мы учимся красиво писать. И есть дети, которые совмещают, они ходят в художественную школу, допустим, да, и видят, как это можно красиво оформить. То есть они пишут на старокалмыцком, оформляя какие-то картины, рисунки и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень им нравится. И потом наша старокалмыцкая письменность Тодо-Бичик очень красивое письмо. И я думаю, у нашего этого письма Тодо-Бичик большое будущее. Почему? Потому что дети увлечены, детям это нравится, это самое главное. Естественный способ обучения калмыцкому языку предполагает общение с активными носителями языка, говорят эксперты. Но в случае их отсутствия изучение и сохранение языка зависит от усилий каждого представителя этнической группы. Калмыцкий язык, как неотъемлемая часть самосознания и идентификации калмыцкого народа, всегда будет непроходящей ценностью. Важно уважительное отношение к любому языку, ведь это, прежде всего, обеспечивает мирное сосуществование всех граждан нашего общества. А Международный день родного языка является гарантом сохранения языка, традиций, культуры, мира и благополучия всех народов.